Уверенный, многообещающий взгляд и громадное количество планов на будущее. Назначенный министр сельского хозяйства Эркинбек Чодуев в Минсельхозе человек не новый. Раньше был замминистра, но главой министерства стал недавно и уже решил создать новый отдел, направленный на поддержку экспорта. Однако пока никакой конкретики. Полной конкретики я сейчас не могу сказать, потому что я вот работаю только министром. Сегодня 17-й день. 17-й день. Будет у нас встреча с председателями ассоциаций, разных ассоциаций. Мы будем работать еще с нашими районным управлением аграрного развития. Будем работать с нашими фермерами. Когда это все прояснится, мы обязательно вам скажем все данные. Есть, конечно, у Минсельхоза и конкретный отчет по итогам работы за первый квартал. Но глядя на него, складывается впечатление, что наше сельское хозяйство процветает. Если было бы так, то прошлый министр не стал бы обладателем черной калоши. Показатели по итогам первого квартала у нас показывают темп роста по сравнению с первым кварталом 2018 года на 101,8%. По регионам почти все области выполнили план-прогноз. Из них самый большой показатель у Сокольской области на 103,1%. На следующей неделе первая партия отечественного сырого мяса должна отправиться в Российскую Федерацию. А еще у потребителя из Поднебесной скоро появится возможность оценить все преимущества кыргызского молока. Новый министр сельского хозяйства Кыргызской республики в своей работе решил сделать упор на экспорт и на цифровизацию. Идея эта не нова. К примеру, в обществе давно витает идея о паспортизации животных. Но вот сделать так, чтобы каждый фермер в стране мог продавать свой товар, не выезжая из родного села, у властей пока не получается. С сегодняшнего времени с Министерством сельского хозяйства взаимодействия были не такие тесные, как сегодня. Да? Сегодня мы уже надеемся на то, что Министерство сельского хозяйства тоже понимает, что им необходима такая площадка, как электронно-товарная биржа. Есть очень большая перспектива, чтобы эта фондовая биржа действительно была неким таким прорывным участком по созданию товарно-сырьевой биржи. Это цивилизованный подход. Сегодня на сырьевой площадке фондовой биржи Кыргызстана выставлена разная сельхозпродукция. Это и сокулукская морковь, продукция электролампового завода из Джалалабада. Весь мир уже давно торгует на фондовом рынке. Очевидный плюс такой торговли. Вашу продукцию могут купить заранее, пока она еще растет на огороде, из любого уголка мира. И надеемся, что в Минсельхозе это уже понимают. Антон Чепегин, Телек Джуматаев, Новости Ошпирим.